Дневник Андрея Стенина, автобиография, литературные рассказы. Уникальные воспоминания нашего земляка, погибшего в ходе вооруженного конфликта на Украине в 2014-м, Павел Лимеров получил от матери знаменитого фотографа. Эксклюзивные бумаги прислали из родного города Стенина, Печоры. Часть материалов опубликовали в журнале «Арт». Это уникальная вещь. Просто вот с литературной точки зрения, с художественной и с точки зрения нового взгляда, что ли, на Андрея Стенина как на человека. Он описывает ежедневно, как можно проследить по этому дневнику, как он растет, как фотограф и как человек. Как он анализирует каждый свой прожитый день, каждую свою фотографию, которую он сделал, и как он сравнивает себя с другими, как он пытается сделать лучше снимок, как и в это время же, да, вот видишь, как он растет духовно. Алая лента собрала лучших издателей республики. Приехали и федеральные представители отрасли. В библиотеке города организовали мастер-классы для детей и взрослых. А победителям конкурса «Золотая полка» дипломы вручил лично министр культуры Сергей Емельянов. Среди награжденных издательства «Эском». Его руководитель Игорь Иванов отмечает, литература сегодня должна быть максимально доступной для читателя. Одной из самых дорогих среди представленных его издательством книг стала «Последняя купель» – произведение его отца Владимира Иванова. Этакое исследование деревенской жизни. Вот эта вот работа постоянная журналистская, она не позволяла ему все закончить книгу, которую он начал еще в молодости. Но вот когда уже последние годы своей жизни, он скончался в прошлом году, он вернулся к этой книге, и я пообещал ему, что бы то ни было, книга выйдет. Я надеялся, что успею еще при жизни, но не успел. Это далеко не такой любительское какое-то издание, какая-то книга, это серьезное такое исследование деревенской жизни, это судьба, там есть любовная линия, там есть очень много того, что должно присутствовать в настоящей литературе. Решено, алая лента теперь будет проходить в Коми каждые 2 года. Следующий книжный фестиваль намечен на 2020. Мы хотели еще раз обратить внимание, что в нашей республике есть очень много интересных книг. И я думаю, что люди, кто сегодня пришли, они увидели, что действительно шикарные издания существуют на любой вкус и для любого возраста. Завершится книжная ярмарка 24 мая, в День славянской письменности и культуры. Читателей и горожан ждет программа с мастер-классами, экскурсиями и встречами с автором. Ну а изюминкой фестиваля станет визит звездного десанта – радио- и телеведущей Фёклы Толстой и писателя Алексея Варламова. Таисия Жакова, Александра Головина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.